знаменитую немецкую автомобильную компанию Volkswagen, у которой есть заводы в Восточном Туркестане, протестовали в Берлине за то, что руководство компании в связке с администрацией Китая заставляет турок-уйгуров работать на своих заводах как рабов. Китайское правительство подвергает турок-уйгуров бесчеловечному обращению в лагерях. Кроме того, уйгуры вынуждены работать дешевой рабочей силой на заводах, построенных известными брендами в Восточном Туркестане. Активисты, собравшиеся перед ежегодным общим собранием известного бренда в Берлине, надели маску Томаса Шафера, генерального директора компании Volkswagen, держа в руках транспаранты и куклу-марионетку главы китайского диктатора Си Цзиньпиня. Некоторые протестующие были в масках и с цепями на руках. Оливия Эннес, директор Вашингтонского офиса Комитета свободы Гонконга, 8 мая опубликовала в Forbes статью, в которой выразила глубокую обеспокоенность будущим разлученных уйгурских детей. Оливия Эннес в своей статье рассказала, какой бывает материнская тревога за уйгурских детей. «Моему первому сыну было 10 недель, когда я написала эту статью. Мой ребенок скоро станет важным человеком для меня. Я отвечаю за его воспитание и обеспечение его безопасности. Учитывая жестокость и ужас геноцида и преступлений коммунистического правительства Китая против человечности, против уйгурских мусульман, мой новорожденный сын заставил меня почувствовать боль детей, разлученных с родителями китайским правительством», пишет Оливия Эннес. Во время своего визита в Германию министр иностранных дел Китая Чан Ган предупредил, что стратегия снижения рисков в отношении Китая по соображениям экономической безопасности, которую недавно озвучили лидеры ЕС, может привести к потере Китая Европой. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок заявила: «Мы хотим работать с Китаем настолько, насколько это возможно, но слишком полагаться на Китай, в том числе на риски безопасности, опасно и было бы глупо вмешиваться. Следует признать, что Китай является нашим конкурентом, растущим системным конкурентом». Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер объявил, что китайскую платформу TikTok запрещено использовать на корпоративных мобильных телефонах государственных служащих на федеральном уровне из-за соображений безопасности. Согласно отчету Главного таможенного управления Китая, двусторонний товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле увеличился более чем на 43% по сравнению с прошлым годом, достигнув 73 миллиардов долларов. За этот период экспорт Китая в Россию увеличился на 67% в годовом исчислении до 33 миллиардов 600 миллионов долларов, а его импорт из страны увеличился на 25% до 39 миллиардов 400 миллионов долларов. Протесты в Пакистане, начавшиеся с ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана, продолжаются в различных городах страны. По сообщениям национальных СМИ, демонстрации в столице Исламабаде, Пешаваре, Лахоре, Карачи и многих других городах продолжаются на второй день ареста Хана.